наступлением весеннего периода стал актуальным ряд вопросов сезонных по обеспечению безопасности жизнедеятельности граждан. Начал совещание Рустам Минниханов с нависшей над татарстанцами угрозы. Он подчеркнул, ежегодно жители, в том числе и дети, получают травмы из-за схода снега с крыш. Трагедии дважды едва не случились на этой неделе в Бугульме. Там сначала кусок льда упал на 11-летнего мальчика. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Потом снежной лавиной чуть не накрыло троих подростков. Как отметил Рустам Минниханов, с наступлением календарной весны кратный рост жалоб по данной теме. Если в феврале в соцсетях было 25 сообщений, вот только за 10 дней марта 83 публикации. Поэтому эта тема, она есть, она будет, она каждый год, поэтому обратите внимание, на самом деле будет очень неприятно, если будут какие-то события. В антирейтинг попали Бугульминский, Бавлинский, Лениногорский и Зеленодольский районы. Рустам Минниханов отметил, это следствие халатного отношения собственников зданий, а также недостаточного контроля со стороны местной администрации. Глава муниципальных образований, государственной жилищной инспекции усилить контроль за управляющими компаниями собственники зданий в части своевременной уборки снега, наледи с крыш домов и других зданий. И привлекать нарушителей к ответственности по всей строгости закона. На контроле должна быть и ситуация с паводком. Большую воду в республике ждут через 2 недели. В Казани спасатели уже начали объезжать улицы, которые могут быть подтоплены. Жителям поселков раздают памятки с информацией, как действовать в случае ЧП. В этом году высота снежного покрова в городе до 1 метра, отметили в МЧС. В период половодья в каждом районе будут работать оперативные группы. Рустам Минниханов ставит задачу встретить паводок во всеоружии. При необходимости организовать места для временного размещения жителей из зон подтопления. Принять меры по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений. Подготовить для отвода талых вод водопропускные каналы и расчистить их от снега и мусора. Всю следующую неделю в Татарстане сохранится плюсовая температура. Сообщать о случаях подтопления можно круглосуточно по номеру телефона, указанному на экране. Рамиль Галиуллин, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань.